новый состав Кабинета министров должен справиться под вашим руководством с теми довольно сложными такими стратегическими задачами, которые стоят перед нами. Формирование нового состава правительства Ингушетии завершилось. О кадровых назначениях расскажем в выпуске. Пахать на 2 часа больше, чтобы достичь еще большего результата. Останавливаться нельзя. В гостях у победителя Кубка мира по парадзюдо. Юнусбек Евкуров навестил семью спортсмена Руслана Албагачиева. Прекрасно работать, все. Дают даже отдыхать. Сидим на лавочках после работы, наслаждаемся воздухом чистым. Они делают улицы чище. Мы продолжаем рассказывать о работающих пенсионерах, без труда которых не обойтись. Памяти первого ингушского генерал-майора. Именно в этот день, 188 лет назад, родился Банухо Базоркин. Из столицы опять не до сна. Творческий онлайн-конкурс «Моя Москва» проходит в регионе в рамках Дней Москвы в Ингушетии. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Завершилось формирование нового состава правительства Ингушетии. Сегодня премьер-министр Зелимхан Евлоев представил главе региона Юнусбеку Евкурову последних кандидатов на должности руководителей ряда ведомств. Ингушский лидер подписал указы об их назначении. Сохранили должности и продолжат работу в новом Кабмине министр финансов Бекхан Аздоев, министр труда, занятости и социального развития Зелимхан Котиков, Минэкономразвития реорганизовано и преобразовано в Министерство экономики, промышленности и торговли под руководством Умалата Таршхоева. Учитывая их успехи, еще занимая должности эти же, уважаемый Узбек Маматкевич, я вношу на ваше рассмотрение также кандидатуру на должность министра финансов Республики Ингушетия Аздоева Бекхана Ибрагимовича. Есть вопросы, будем решать мы их вместе со всей командой. И также я попросил бы вас поддержать мое предложение по кандидату на должность министра экономики Таршхоев Умалат Израилович. И думаю, что он с возложенными на него обязанностями справится. Здесь, конечно, чувствуется, нужна ему помощь его командой, самой структуре министерства. Думаю, что они тоже перенастроят свою работу. И также предлагаю на должность министра труда и социального развития Республики Ингушетия Котикова Зелимхана Хамбедовича. Работал тоже относительно недавно, выполнил некоторые задачи, и нужно, как вы сами определили, и по майскому указу президента Российской Федерации номер 204, большая нагрузка на них ложится. И здесь тоже заранее тоже ставлю вас известность, здесь тоже нужно будет поработать в целом и по структуре самого министерства. И просил вас поддержать мои предложения. Сегодня у нас расширено заседание уже нового состава правительства. Я хочу вам сказать огромное спасибо, что буквально там за рекордные сроки мы все сформировали, но при этом каждому кандидату и к тем, кто остался из старых руководителей, тем, кто особенно с нуля заступает на работу, на исполнение своих должностей, отнеслись более чем принципиально. И я уверен, что этот новый состав Кабинета министров должен справиться под вашим руководством с теми довольно сложными такими стратегическими задачами, которые стоят перед нами. И перед президентом страны, который в своем майском указе обозначил, и перед правительством страны, который вместе с федеральным министерством разработали большое количество различных федеральных программ, участие в которых позволяет нам
выполнить главную задачу президента. Это улучшить качество жизни населения, увеличить продолжительность жизни и, конечно, поднять доходность республики и выровнять регион по сравнению с другими регионами. Я послушал и вас, и главу администрации по совершению структуры исполнительных органов власти республики. Опять же, я говорю, то, что мы сегодня делаем определенную реформу с рядом и комитетов, и других вещей, здесь расстраиваться в том, что критикуют или там обозначают в соцсетях свое мнение, не надо. Это обычная практика, поэтому день, два, три пройдет, все станет на свои места. Те обязанности, которые стоят у руководителей, в том числе и Коммолодежи, и других руководителей, и то внимание к ним, оно, которое было отдельно, когда это была отдельной структурой, меньше у нас не становится, наоборот, дальше и все остальное больше намного. Здесь единственное, с учетом того, что это отдельное направление, независимо, как бы они не уходили, в какие министерства не уходили, и вице-премьеру, и вам лично, самому надо в графике сопоставить, чтобы эти должностные лица лично вам все докладывали. Не только там министр, а лично вам докладывали по тем или иным вопросам. В Магасе состоялось совещание по вопросу подготовки к 4-му раунду взаимных оценок группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Председательствовали на заседании глава Республики Юнузбек Евкуров и руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СКФО Андрей Волобуев. В рамках данного этапа оценки планируется посещение оценщиками субъектов страны. В этой связи по поручению руководителя администрации президента Анатолия Вайна на базе федеральных округов совместно с региональными органами власти под руководством Росфинмониторинга проходит серия совещаний, направленных на качественную подготовку территориальных правоохранительных и надзорных органов к предстоящей оценке. Совещание в Ингушетии стало завершающим мероприятием серии. В ходе заседания были рассмотрены результаты прошедших оценок, эффективность работы объектов первичного финансового мониторинга, реализация подхода в контрольной деятельности и вопросы межведомственной координации, форматы и лучшие практики взаимодействия с частными секторами. Глава Ингушетии накануне вечером побывал в гостях у победителя Кубка мира по пара-дзюдо Руслана Албагачиева. Юнузбек Евкуров поблагодарил родителей Руслана за воспитание такого сына и отметил, что они могут гордиться им. Руслан выступал в весовой категории до 81 килограмма. На пути к золоту одолел победителя Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзового призера Паралимпийских игр 2016 года в Бразилии, действующего чемпиона мира, а также бронзового призера чемпионата Европы Шамиля Магомедова. По итогам результата данных соревнований будут подсчитаны баллы и распределены лицензии на Паралимпийские игры в Токио 2020 года. Ну, а самое главное тебе, потому что желание идти, никто ничего не добьется. Так, занимаешься спортом 1000, чемпионов десятки. Не все чемпионами становятся. Вот он, ты должен пахать на 2 часа больше, чтобы достичь еще большего результата. Останавливаться нельзя. Сотищаться. Ты должен еще больше пахать и на любой противник, или соперник, или на планку выше брать. А на меньшее он не согласен. Ингушский спортсмен Ислам Апиев стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе. В соревнованиях, проходивших в Словакии, наш земляк выступал в весовой категории до 77 килограмм. На пути к золоту Ислам провел 5 схваток. В финальной встрече ингушский спортсмен выиграл у борца из Индии со счетом 8-0. Сегодня в полдень самолет с чемпионом приземлился в аэропорту Магас, где его встречали родственники, друзья и наш корреспондент Микаил Тангиев. Первенство мира среди юниоров по греко-римской борьбе. На экране финальная схватка весовой категории 77 килограмм. Ингушскому спортсмену противостоит бронзовый призер предыдущего первенства, борец из Индии Саджан Сингх. Они оба очень опытные и показывают хорошую технику. Но в какой-то момент наш земляк начинает доминировать над своим соперником, тем самым зарабатывает 5 баллов. Ну а далее следует победный бросок в исполнении Ислама Апиева.
У индийского спортсмена нет ни единого шанса отыграться. Счет 8-0 в пользу ингушского борца. После такого триумфа Ислам с гордостью возвращается на родину. В аэропорту его уже заждались близкие, друзья и просто жители республики, приехавшие выразить слова благодарности. Сам Ислам вспоминает, что долго и упорно готовился к этим соревнованиям. Победа, говорит, стала возможной благодаря поддержке земляков. Очень приятно, конечно, когда вот так собираются, нас поддерживают. Хотелось бы поблагодарить наших людей, которые нас поддерживают. Как отметил тренер чемпиона Руслан Белхароев, Ислам полностью оправдал его надежды, выполнив план на 100%. Конечно, результат виден. В прошлом году мы проиграли в этом же чемпионат мира среди молодежи. Но в этом году мы сделали выводы, исправили ошибки. И уверенно со счетом 8-0 Ислам выиграл и стал чемпионом. Замминистр спорта Республики Ингушетия Идрис Аушев подчеркнул, эта победа в очередной раз доказывает, насколько стремительно развивается спортивная борьба в нашем регионе, и выразил надежду, что такими темпами Ингушетия очень быстро выйдет в лидеры по числу чемпионов мирового уровня. Ингуш в сборной России первый номер. Это достижение. Точно так же он свое мастерство доказывает на первенстве Европы, на чемпионат первенства Европы, также на чемпионат первенства мира. У нас взрослые есть ребята по греко-римской борьбе, да, вот известные Муса Евлоев, Бекхан Аздоев. Это вообще это изюминки, можно сказать, сборной России. Это сильнейшие борцы в дальнейшем, сейчас у них турниры, чемпионат мира. И мы очень надеемся, все благодаря Всевышнему, конечно, чтобы они попали на Олимпийские игры и завоевали олимпийское золото. Михаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. А теперь о трудоголиках со стажем, кому работа в радость. Героини нашего следующего сюжета Наудаш Тимирханова и Любовь Клинка на протяжении многих лет приносят пользу людям. Вооружившись метлами, они ежедневно на деле доказывают, что чистота действительно половина веры. Женщины каждый день в любую погоду подметают территорию Назрановского парка. Работницы ЖКХ на пенсию уходить пока не планируют. Подробности у Даны Плиевой. Вооружившись метлой, веником и хорошим настроением, работницы Назрановского ЖКХ приводят в порядок аллею в городе. Каждый день после утренней уборки парк дышит чистотой, становится уютным. Задача не из простых, к тому же каждая из них уже достигла пенсионного возраста. Вот только кому охота сидеть дома, когда ты еще полон силы и энергии, говорит Наудаш Тимирханова. В этом году ей исполнилось 67 лет, 40 из которых она посвятила работе. Работала 10 лет токарь, и после высшего образования я работала 20 лет работы электроинструмент. Потом в ЖКХ в 2004 году мастер хотелись. А мастер Бог бер уже саид чара 10 лет. По паспорту пенсионный возраст настал 12 лет назад, а вот кипучая энергия, любовь к труду и к своей профессии никуда не делись. Любой Бог اسخلر. اشتاملس دز بيش بوخ باتر نو عقل خلص خل بوخ بات شو خاتش بات خاتش سين خل بوس ده ناخ خل بات اخت. А вот Любовь Клинко в этом году отметит 25-летний юбилей трудового стажа. Приехав из Грозного в 1994 году, женщине полюбился наш регион и эта аллея в центре Назрани. Ее она подметает с особым рвением и ответственностью. Устраивает все, даже ежедневный график с 7 утра до 5 вечера. Прекрасно работать, все. Дают даже отдыхать. Сидим на лавочках после работы, наслаждаемся воздухом чистым, красотой, мороженое едим. Здоровье отличное у нас. Труд дворника сложный и требует физических сил. В Назрани работницы ЖКХ наравне с мужчинами проводят санитарную очистку городских улиц, зимой убирают снег, траву летом, ухаживают за цветами и деревьями. И благодаря их стараниям Назрановский парк – одно из любимых мест отдыха для многих. Каждый день здесь прогуливаются не один десяток людей, чтобы подышать свежим воздухом, отдохнуть от повседневных забот или просто насладиться его красотой. Придите, ради бога, в 7 часов утра, посмотрите, сколько вся Ингушетия на нашей этой аллейке. С самого утра я поехала на Серкорт, Плиево, ни одного человека, ни одного ребенка. Вот здесь миллион. За работницами Назрановского ЖКХ чистота не только этого парка, но и всего города. А сотрудников золотого возраста в учреждении порядка 10 человек. К тому же сегодня трудно найти коллектив, где нет работников под 60 и старше.
По статистике продолжают трудиться 40% мужчин и 55% женщин в возрасте от 55 до 65 лет. Это по стране в целом. В Ингушетии из более чем 100 тысяч пенсионеров почти 20 тысяч человек продолжают трудовую деятельность. Бесценный опыт, добросовестный труд и ответственное отношение к работе – весомый аргумент для руководства не отпускать таких работников. Дана Плеева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Улучшение в Ингушетии показателей социальной сферы, определенных майскими указами, обсудили в правительстве на заседании рабочей группы. Профильные министерства и ведомства привели в отчетах результаты выполняемой работы, а также статистические данные по конкретным направлениям. Министры сообщили, что ими в федеральные министерства для согласования направлен ряд предложений с указанием наименований мероприятий, целевых показателей, стоимости работ и так далее. По проекту образования в первую очередь учитывалась потребность республики в создании дополнительных мест в школах, садах и учреждениях дошкольного образования с учетом демографического роста. По словам замминистра, в республике до 2024 года необходимо строительство 54 новых школ из 40 дошкольных учреждений. По национальному проекту «Демография» в Минтруд России направлен на согласование проект, который включает в себя предложения по решению задач внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей. Говорили также о необходимости строительства 14 ФОКов и 50 многофункциональных спортивных площадок. По линии Минстроя в Республике Ингушетия до 2024 года планируется ввести в эксплуатацию 2 280 000 квадратных метров жилья. На совещании обсуждались также экологические проблемы республики, требующие содействия в решении со стороны Минздрава России, ликвидация накопленного экологического вреда, корректировка территориальной схемы обращения с отходами, восстановление и экологическая реабилитация прудов в городах Назрани, Карабулаке и Малгобеке, выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения. В столице Ингушетии Магасе проходят обучающие тренинги для кандидатов в эксперты по государственной аккредитации образовательной деятельности. Семинар начал свою работу накануне на базе Ингушского госуниверситета. Это своего рода экзамен для вуза. Сегодня второй день форума, который собрал сотни экспертов и преподавателей различных учебных заведений страны. За ходом семинара следит наш корреспондент Зарема Евлоева. Ей слово. Если в первый день семинара участников было 60, то сегодня их количество увеличилось в разы. В Ингушетию слетелись более 220 человек. Это представители 157 крупнейших образовательных организаций страны, в числе которых как государственные, так и некоммерческие вузы. Сегодня работа семинара разделена на несколько секций по направлениям. В читальном зале библиотеки директор Россекретагентства Лямка Измайлова рассказала о целях и задачах слета. 10 семинаров, которые будут проводиться для экспертов. Часть семинаров уже проведена, и часть семинаров нам еще предстоит провести. Мы сейчас как раз находимся в середине пути. Буквально послезавтра по возвращению в Москву у нас будет третий завершающий большой семинар для претендентов. Проект построен таким образом, что мы проводим 3 больших семинара для претендентов. Наши ряды пополнятся, как говорится, свежей кровью, молодыми кадрами. Государственная аккредитация вузов, которая в эти дни у всех на устах, это самое главное испытание для любого учебного заведения. Заключения, которые дадут эксперты, станут либо билетом на спокойное существование вуза в ближайшие 5 лет, либо наоборот, поводом для закрытия учебного заведения. Поэтому эксперт – человек востребованный и уважаемый. Но чтобы им стать претендентом, тоже необходимо пройти ряд испытаний. Экспертом я стала после того, как наша организация прошла аккредитацию образовательной деятельности. Я поняла важность всей этой работы, поняла, насколько большой опыт можно приобрести, являясь экспертом, выезжая в другие организации. После чего я подала заявку, подала документы, прошла первый этап отбора на соответствие уровню подготовки. Далее предполагается тестирование, на котором проверяют общие знания и знания по уровню образования, на которые эксперт претендует. К числу действующих экспертов в этом году присоединился и преподаватель Российского госуниверситета имени Губкина Александр Белоусов. На его счету уже 6 аккредитаций. Самые частые ошибки, совершаемые руководством вузов, это неумение вести необходимую документацию и недостаток кадров, отмечает эксперт. Для определения качества мы проводим анкетирование как преподавателей, так и студентов, обучающихся. Если они в это время
не на каникулах или не на производственной практике вне вуза. И формируем соответствующее мнение о том, насколько, на наш взгляд, качество соответствует требованиям ВГОС. А после этого мы формируем отчет об аккредитационной экспертизе. Семинар рассчитан на 3 дня. За это время участники должны учесть все тонкости и новшества своей деятельности, после чего пройдет итоговый слет экспертов в Москве, который соберет более 700 участников. Там же будут выбраны руководители экспертных групп. По завершении образовательной программы комиссии разъедутся по стране проверять на соответствие очередные вузы. Ингушский государственный университет к подобной проверке готовится весь текущий год. Аккредитация ИНГУ запланирована на февраль 2019-го. Аккредитовываются все вузы Российской Федерации, все образовательные программы. Это очень важная процедура. Если только образовательная программа не прошла аккредитацию, то это обеспечивать образовательный процесс данная программа не имеет права никакого. Абсолютно. И вуз выдавать документы об образовании тоже не имеют права, если вуз не прошел аккредитацию. К слову, в рамках аккредитации проверяет комиссия все: библиотечный фонд, наличие соответствующей инфраструктуры, ведение всей документации, успехи в научной работе, кадровый потенциал университета и знания студентов. Преподаватели Ингушского госуниверситета к предстоящим проверкам отнеслись со всей серьезностью и уверены, что аккредитация для них пройдет без нареканий. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Министр по внешним связям, национальной политики, печати и информации Муслим Яндиев провел совещание с главами муниципальных образований и сельских поселений. В каждом сельском поселении Ингушетии установят монументы в честь жителей республики, ушедших на фронт во время Великой Отечественной войны и участников локальных конфликтов. Реализовать инициативу по поручению Юнузбека Евкурова необходимо до 1 декабря, отметил Яндиев. Проект реализовывается в рамках исполнения указа президента Владимира Путина о подготовке празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, а также согласно положениям послания главы Ингушетии региональному парламенту, озвученным в начале апреля, в числе которых Юнузбек Евкуров обозначил необходимость усиления работы по патриотическому воспитанию подрастающих поколений. С популяризацией социальных сетей пользователи интернета получили неограниченные возможности общения. Есть в этом обширном доступе и скрытая угроза. Репост или лайк отдельных публикаций может привести к ответственности вплоть до уголовной. Также в соцсетях из-за недостаточной осведомленности в вопросах религии можно стать жертвой вербовщиков. Об информационной безопасности в интернете говорили в Назрановском аграрном техникуме. Профилактическую встречу со студентами провели авторитетные богословы из Управления по делам религии главы Ингушетии. Как обезопасить себя и своих близких и не стать жертвой вербовщиков, узнаем из репортажа Мадины Пугоевой. Реальный срок за публикации в социальных сетях. Активные пользователи интернета давно находятся в поле зрения правоохранительных органов. Оказаться за решеткой может любой за соответствующие комментарии, репосты и, возможно, даже лайки. Будь то это первоисточник, либо перепост, если на странице конкретного человека появляется информация, которая является противоправной, то в буквальном смысле он ее распространяет. С его страницы уже есть возможность ознакомиться с этой запрещенной информацией другим лицам. И, следовательно, это уже является уголовно наказуемым действием. Как уберечь себя от пагубного влияния всемирной паутины, не поддаться уловкам вербовщиков и избежать наказания за публикации в интернете? Об этом молодым людям неустанно напоминают представители Совбеза Ингушетии и Управления по делам религии при главе республики. Призывы террористов далеки от реальности и противоречат нормам ислама, уверены они. منافق نخبه صار منافق ياخر وإيش يبغى منافق سندواشي كينا أي خبي ده حلو ترولي كسا رولي كده لديغش عادي هنا واقع صح أي خلقوجي لديغش لا تدور مار دار داشان صار. Тому доказательство десятки молодых людей, вернувшихся из самого пекла так называемого исламского государства. Им по инициативе главы республики помогли вернуться к мирной жизни, трудоустроили и дали шанс на новое, свободное от терроризма и экстремизма будущее. Могут назвать там разные всякие, много причин. Меня лично то, что заставило одуматься, это именно мои родители, потому что я не могу им... После всего того, что они для меня сделали, я не могу им просто вот так вот
нанести такой вред именно моральное, физическое. Экстремисты, прикрываясь недостоверными сурами и аятами, в подтверждение своих суждений открыто призывают совершать страшные преступления. А для тех, кто мало знаком с религией, этот метод вербовки оказывается самым эффективным. Жертвы вербовщиков, будучи убежденными в правоте, яро отстаивают свою позицию, в то время как традиционный ислам далек от терроризма, запрещает насилие и убийства. Истинный джихад – это борьба с самим собой. Чтобы не попасть под влияние лжепроповедников и не превратиться в марионетку, стоит с осторожностью относиться к сомнительным сайтам, публикациям и комментариям, уверены религиозные деятели и общественники. От 16 до 25 лет якегна бирж духах. Уж цархат уж до телефон шат уж до язонуш уж адиш диш духа бирж уж бы. Таган дим всегда багаж да юбах цар дим метигят цадад яхванч. Тадгр дим пачаху элч. Дижач алнах элч. Вдвахачер вей элч. Конкретные примеры интернет-обмана, причины и его последствия. Молодым людям рассказывают то, чего ранее они не слышали. Чтобы профилактика экстремизма и терроризма стала еще более эффективной, студенты техникума предлагают организовать встречи с теми, кто уже вернулся к мирной жизни. Ну а пока ребята могут задавать вопросы представителям управления по делам религии при главе республики. Такой живой диалог они, пожалуй, запомнят надолго и, самое главное, сделают выводы и впредь будут осторожны при пользовании интернетом. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24. Привести в надлежащее состояние территории, прилегающей к проезжей части. С такой целью проводились работы на автодороге Назрань-Малгобек, Нижний Курб-Терек. В уборке было задействовано несколько десятков единиц техники, с помощью которой укрепили обочины, а 4 бригады рабочих занимались обрезкой деревьев и скашиванием травы. Репортаж Руслана Албагачиева. Такого порядка на этой обочине автомобильной дороги Назрань-Малгобек автолюбители не видели уже давно. Заросшая кустами и бурьяном прилегающая территория была помехой для автолюбителей республики. غالين باشكاجي هماش أخوست زدي هنا ديال قهية بدي هنا نخ إيمان شبه كرده يفيدي بس ديك خلري يبلساج ننسي دري ديو تصدق هم حد يدات سبب. Посмотрите, с двух сторон. Здесь практически на ширине 5-10 метров вырублен полностью кустарник. Очень такая капризная такая работа. Вырублен кустарник, произведен окос. Было задействовано Назрановское ДРСУ, было привлечено Сунжинское ДРСУ. Потому что освоить вот этот объем работ в короткие сроки было невозможно. Практически с Сунжинского ДРСУ ежедневно приезжало 3 бригады. Где-то с помощью техники, а где-то с ручным инструментом и бензопилой рабочие автодора приводят в порядок прилегающую к проезжей части территорию. Одни рабочие проводят обрезку кустарников, другие белят деревья. Все, что связано в полосе отвода, практически все сделано. Дополнительно еще хочу сказать, начиная от поста ДПС, оттуда, я думаю, вы видите, полностью обновлена разметка. Полностью. Вот посмотрите, краевая, осевая, полностью выполнены работы. Еще на одном участке той же автодороги, в народе называемый Канторским перекрестком, проведена масштабная работа по замене асфальтового покрытия, нанесению разметки и благоустройству обочин. На уборке территории автодороги от Назрани до сельского поселения Верхние Очелки работает 4 бригады рабочих из 50 человек. Это как раз вот тот участок работы, который подвергся реконструкции. Ширина дорожного полотна здесь 11,50, проезжая часть. 3 полосы по 3,50. Обочины здесь по 3 метра. Дорожная одежда состоит, нижний слой здесь из ПГС и 3 слоя асфальта. Параллельно продолжается выравнивание площадки, отремонтированной грейдером с последующим профилированием и уплотнением откосов насыпи земляного полотна дороги. Здесь же укрепляют обочины. Дорога подлежит под 2-ю техническую категорию. Как вы здесь видите, сейчас мы занимаемся профилированием обочины. Грейдер выравнивает
песчано-гравийную смесь, следом идет тяжелый каток. Проводимые на данном объекте работы по укладке асфальтового покрытия уже завершены. Установлены все необходимые знаки, нанесена разметка. Работы выполнялись в строгом соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями технологии производства дорожных работ. Руслан Албгачиев, Адам Далаков, Новости 24. Напоминаем о проекте информационной службы под наблюдением. Это обратная связь между жителями региона и профильными ведомствами. Если вы стали очевидцем факта или происшествия, которое требует оперативного вмешательства, к примеру, стихийные свалки, сломанный светофор, непросыхающие лужи и многое другое, просто снимите короткое видео на телефон и отправьте через приложение WhatsApp на номер 8 928 090 67 09. Дальше дело за журналистами информационной службы. Он был достойным сыном ингушского народа, служил верой и правдой своему отечеству. И недаром его заслуги были отмечены самим императором Николаем II. Речь идет о первом ингушском генерал-майоре Банухоба Зоркине. Сегодня ему исполнилось бы 188 лет. Службе в российской армии он посвятил больше полувека, был участником Кавказской и русско-турецкой войн, кавалером многих боевых наград и орденов. Об отважном человеке расскажет Индира Манкеева. Ингуши всегда славились мужеством, отвагой, силой духа и любовью к родине. Таким был и Банухоба Зоркин. Уже в 15 лет он твердо решил связать свою жизнь с военным делом и в качестве рядового сотрудника поступил на службу в Терской постоянной милиции. Через 5 лет его производят юнкера, а еще через год он получает первый офицерский чин прапорщик. Память об Банухоба Зоркине хранится в Малом зале славы Краеведческого музея имени Тугана Мальсагова. Один из первых из плеяды генералов, которые в дальнейшем пополняли ряды как царской, так и дальнейшей армии Российской империи. Банухоба Зоркин покрыл неувидаемой славой свое имя и имя ингушского народа, будучи командиром ингушского дивизиона конно-регулярного полка. Служба Банухов, вплоть до получения им звания штабс-капитана, по числам, месяцам и годам подробно описана в его послужном списке, который хранится в Республиканской архивной службе. Такой подробной информации о военном пути редко где найдешь. Банухоба Зоркин участвовал в боевых кампаниях на Кавказе и в русско-турецкой войне на стороне Болгарии, где уже в звании подполковника командовал ингушским дивизионом Кавказской казачьей дивизии. Самым ярким событием русско-турецкой войны из деятельности Банухоба Зоркина и в частности и ингушского дивизиона, конного дивизиона, было то, что наш дивизион был награжден самым почетным стягом русской императорской армии. Это Георгиевский знаменец с надписью «За отличие в русско-турецкой войне». Банухоба Зоркин является кавалером 10 боевых наград и орденов различных степеней. Про первого ингушского генерал-майора говорили, что он родился для войны. Ведь службе в российской армии Банухоба Зоркин посвятил в общей сложности 54 года, от простого посыльного дослужив до генерал-майора. Первого среди ингушей. Память о прославленном военачальнике хранят не только в Краеведческом музее республики. Семья Банухоба Зоркина из поколения в поколение передает историю о своем великом предке. В жизни я сколько знаю себя, так и вот уже 78 лет, я с таких пор знаю, что Банухо это прадед, что у него было 6 сыновей, были офицеры, все они были офицеры, писатели, офицеры, вот, и это самое, Абрек даже был один. Участвовал, кажется, во всех войнах, которые в то время Россия вела. Он был как, знаешь, как тебе, мальчик по посылках. Вот, потом, значит, уже в 13 лет он был награжден крестом. 13 лет. Так за войну он прослужил в армии 54 года. Эстафету патриотизма и мужества своих достойных предков продолжили и потомки Банухоба Зоркина. Среди них известные военные, писатели и общественные деятели. Подрастающему поколению, безусловно, есть кого брать пример любви к родине. Индира Манкеева, Майрбек Миржоев, Новости 24. А теперь о бесстрашных героях современности. В Назране прошел турнир по уличным боям без правил. Участие приняли 5 пар бойцов в разных весовых категориях. Поединки получились зрелищными, все участники были удостоены денежного вознаграждения. Подобные схватки под открытым небом в нашем регионе проходят во второй раз. Организаторы планируют расширить географию файтеров турнира. Тамерлан Хамхоев с подробностями.
Занять праздную молодежь – девиз сегодняшних соревнований. Известный в Ингушетии и за ее пределами судья соревнований Гирихан Шабилов основательно взялся за подрастающее поколение. Первым делом – небольшой инструктаж перед боями. В течение боя боец имеет право остановить бой. Даже если воды захочет попить. Только не в партере, когда его бьют. Разошлись, вы в бою стоите, руку поднял, судья остановит бой. Это не рейдж, не ринг и тем более не клетка. Вместо твердого, деревянного или иного покрытия мягкая трава. Падать будет не больно, шутят сами участники. Однако удары вполне реальные. Первая пара бойцов выходит к середине площадки, где будет проходить поединок. Всего несколько секунд и один удар в печень предопределил исход противостояния. Победа за Исламом Халухаевым. Досрочной победе. Очень рад, что тут участвовал, победил. Алхамдулилlah, я победил. Соперник был хороший, честно. Я хочу, как бы сказать, участвовать в больших турнирах там. Вот, для опыта для своего. В числе зрителей сегодня и известный боец ММА Адам Цуров. Сам участник подобных состязаний в прошлом, переквалифицировавшийся в профессионалы, Адам считает, что это хорошая площадка для дальнейшего карьерного роста ребят. Если здесь они себя хорошо показывают, организация увидит этого, тренера видят и смогут организовать и другим там промоушен, М1 Challenge или М1 ICB в Ахмаде. Им это большой плюс, если они покажут себя хорошо. А тем временем очередной бой. Настоящее шоу устроили ребята из легкого дивизиона, стараясь показать зрелищный поединок. Обилие ударов по корпусу и в голову, переводы в партер, но все в пределах правил. Вот как запомнилась эта схватка болельщикам. Победитель всегда только один, однако сегодня оба бились достойно. Решением судей победу одержал Зейтов Аптеев. Соперник стойка дикорса. Борьба отвечает хлопцы. Да, это цакот аушцингер. Да, я сходил. Хандвошмо бой ежу октября. Главный судья соревнований считает, что выносить вердикт на подобных турнирах интересно в первую очередь для самого рефери. Ребята профессионалы и понимают степень ответственности перед выходом на бой, констатирует Замир Кушкаулов. По этому виду спорта уникальные правила. Можно заранее договориться с бойцом. Они могут драться без партера, могут в партере, чтобы добивали, или же до первой крови, до первой сдачи. Этот вид спорта, именно уличные драки, уникальны своими правилами. Здесь любой прохожий человек может вызвать любого на бой. Поэтому судить такие соревнования очень даже необычно для нас, судей ММА. И победители, и проигравшие получили сегодня денежные вознаграждения, а организаторы турнира совместно с руководством Минспорта уже думают о составе участников на следующие более масштабные соревнования. Тамилан Хухоев, Рахман Цуров, Новости 24. 22 сентября отделение Национального банка по Ингушетии проведет День открытых дверей. Любой желающий сможет почувствовать себя в роли инкассатора, поучаствовать в увлекательных конкурсах и узнать много нового из мира финансов. Гости познакомятся с правилами безопасного использования банковских карт, признаками платежеспособности российских банкнот. Чтобы совершить экскурсию по зданию банка, необходимо записаться до 21 сентября включительно по телефону, номер которого вы видите на экране. И в день мероприятия иметь при себе паспорт. День открытых дверей пройдет с 10:00 до 18 часов по адресу город Магаз, улица Горчханова, дом 1. Возможность приблизиться к Белокаменной и окунуться в атмосферу столицы нашей большой и необъятной страны. В рамках организации Дней Москвы в Ингушетии Департамент национальной политики и межрегиональных связей столицы проводит в республике творческий онлайн-конкурс «Моя Москва», посвященный истории и традициям города-героя. Основная цель проекта – продвижение столицы как делового, культурного, туристического центра и формирование положительного имиджа Москвы. Репортаж Индиры Манкеевой. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. В конкурсе могут принять участие жители республики от 7 лет и старше по нескольким номинациям. «Москва в красках», «Москва в моем городе», «Золотые руки», конкурс стихов и «Я хочу в Москву». Во всех этих работах участникам необходимо преподнести столицу нашей страны как деловой, культурный и туристический центр.
Номинации «Москва в моем городе» необходимо разгадать задание и сделать фотографии в разных местах и показать, где именно в твоем городе начинается Москва. Оправдать известный факт, что все дороги ведут в Москву. Конкурс «Золотые руки» требует от участников демонстрации своего мастерства по декоративно-прикладному искусству, резьба по дереву, валяние шерсти, декупаж и другие. Необходимо своими руками сделать то, что будет ассоциироваться с Москвой. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Участникам конкурса стихов необходимо подать заявку на сайте онлайн-конкурса www.dnimoskvы2018.rf. Прикрепить текст своего поэтического произведения. Стихотворение обязательно должно быть авторским. Следующим организаторы предлагают принять участие в видеоконкурсе с символичным названием «Я хочу в Москву». Конкурсантам необходимо отснять видеоролик не менее 30 секунд, отражающий желание попасть в столицу и что именно они достойны победы. Оценивать работу участников будет жюри. Основные критерии отбора – раскрытие темы «Дни Москвы», соответствие целям и условиям онлайн-конкурса, технические требования, оригинальность идеи и творческий подход. Призовой фонд конкурса – 15 путевок на двоих в Москву. На какой адрес отправлять работы и более подробную информацию о конкурсе вы можете получить на сайте www.dnimoskvы2018.rf. Индира Манкиева, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.